Из Коми-Республиканского института развития образования. И очень приятно видеть по вашей тоже такой традиции, вернее, по нашей очень хорошо сложившейся традиции, ваши слова приветствия. И поскольку вы всегда регистрируетесь под своими персональными именами, но мы прекрасно понимаем, что за вами где-то, может быть, стоят и команды детских садов, поэтому очень приятно видеть команды детских садов из городов Сыктывкара, Усинска, Воркуты. Очень приятно, что среди нашего с вами сегодня профессионального сообщества у нас есть и абсолютный победитель республиканского конкурса «Воспитатель года 2021 года» Ирина Павловна Вайс. Это педагог дополнительного образования города Инты. Поэтому, Ирина Павловна, если вы нас слышите, то мы очень рады вам. И, соответственно, всегда будем тоже рады видеть вас в наших таких импровизированных гостиных. Поэтому, уважаемые коллеги, да, еще раз здравствуйте. Культура приветствия у специалистов системы дошкольного образования Республики Коми очень высокая. Поэтому мы вам тоже благодарны за это, потому что на любых мероприятиях, в которых вы участвуете, которые проходят на базе республики либо Российской Федерации, наши, конечно, специалисты, они всегда выделяются именно такой высокой культурой ведения и участия в таких мероприятиях. Поэтому спасибо вам огромное, уважаемые коллеги. Ну и повод для нашей сегодняшней встречи, он для кого-то может быть радостный, для кого-то может быть не совсем радостный. Это последняя наша встреча в рамках нашей открытой онлайн-школы «Современный педагог дошкольного образования». И давайте мы просто пожелаем друг другу, чтобы эта встреча прошла очень хорошо, очень эффективно, очень легко запоминающаяся. И знаете, чтобы она доставила такую очень приятную профессиональную нотку и вообще оставила бы очень приятное профессиональное послевкусие. Ну и, уважаемые коллеги, разрешите мне начать. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабаровна. Я думаю, что мы со всеми с вами знакомы. У нас, правда, есть гости из Российской Федерации, поэтому мы тоже, коллеги, уважаемые, рады вам. И разрешите эту встречу начать с небольших таких моментов, которые связаны, может быть, с некими итогами нашей с вами деятельности. Мы еще раз благодарны всем тем, кто с нами с первого нашего, я даже не знаю, как это назвать, занятия, наверное, в открытой онлайн-школе. Мы благодарны всем тем, кто подключился только сегодня первый раз на нашу онлайн-школу. Уважаемые коллеги, мы с вами проделали достаточно большой путь, интересный путь, хороший. И вот сейчас, оглядываясь назад, я хочу немножко расставить акценты. Значит, дело в том, что у нас вот наша эта открытая онлайн-школа «Современный педагог дошкольного образования», она у нас родилась очень спонтанно, как такой, знаете, просветительский проект. Это был сентябрь 2020 года, когда мы запустили «Сентябрь добрых дел» и предложили вам, то есть нашим дошкольным образовательным организациям Республики Коми, Российской Федерации, кто с нами сотрудничает, предложили ответить на те вопросы, на профессиональные дефициты, которые есть у команд детских садов, с целью просто помочь и профессионально очень интересно пообщаться. И вот тогда, в сентябре 2020 года, мы провели очень много мероприятий, и многие из вас участвовали в этих мероприятиях. И вот сложилась такая задумка, что не начать ли нам встречаться ежемесячно по одной простой причине. И я хочу сразу озвучить нашу цель, то есть цель Института развития образования. Она была очень простая. То есть сделать так, чтобы каждый педагог в силу своих возможностей, желания мог узнать о том всем, самым современным, что происходит на сегодняшний день в системе дошкольного образования Российской Федерации, ну и, соответственно, каким-то образом как-то отнестись к этому современному содержанию. Поэтому вот если вы даже посмотрите на ту тематику, которую мы с вами проходили, проживали, почему вот это просветительский проект, потому что он обозначил, у нас были двухчасовые, иногда больше, даже такие очень интересные профессиональные встречи, которые предлагали и дефицит, то есть тот вопрос, который является на сегодняшний день проблемным, да, и какие-то встречи уже предлагали сразу решения, потому что мы работали с инновационными площадками, и, соответственно, какие-то решения мы уже пробовали. И вот даже если вы посмотрите на слайд, в принципе, все то, чем живет сегодня дошкольное образование, оно
ну, выражено, отражено на нашем слайде, и, соответственно, мы как бы вот по линии такой интересной, профессиональной, по такому, знаете, спиралевидному витку мы с вами двигались. То есть говорили о том, что нужно, что важно сегодня для дошкольного образования. Говорили, что такое современный образовательный процесс, и не только говорили и показывали немножко. Затронули вопросы, связанные с новыми программами дошкольного образования. Говорили о том, что такое среда как третий педагог и какой она должна быть на сегодняшний день, именно чтобы дети могли реализовывать свои собственные замыслы и свои собственные инициативы. Мы говорили о свободной игре, потому что свободная игра для ребенка значит очень много, но, к сожалению, в наших детских садах не так много места, времени и желания, наверное, уделять развитию именно свободной игры у наших педагогов, к сожалению. И мы с вами говорили о новых форматах взаимодействия с родителями детей раннего и дошкольного возраста. Мы с вами говорили в апреле месяце о новых форматах проведения праздников. И понятно, что если мы говорим о праздниках, то праздники, новые форматы праздников мы только-только начинаем. Здесь единая линия, она звучала вот буквально с октября месяца. То есть умение слышать голос ребенка, умение слышать голос семьи, ориентироваться на детские интересы, на детские потребности. Вот эта линия, то есть образование, которое ориентировано на ребенка, это линия именно современности, дорогие коллеги. Ну и сегодня у нас с вами будет последняя встреча в рамках онлайн-школы. Она будет посвящена немножко иному содержанию. Ну вот как бы так, такой путь мы с вами прошли. Путь очень интересный, очень хороший. У нас много всего произошло. Я думаю, что и у вас много интересного произошло. И я тоже знаю, что среди вас есть представители наших инновационных площадок. И мне бы хотелось выразить огромную благодарность всем тем, кто принимал участие в каждой встрече в онлайн-школе, либо со стороны спикерства, либо со стороны участников, потому что тот путь, который проделали специалисты инновационных площадок, он, ну, я не знаю даже с чем можно сравнить этот путь, потому что настолько интересно, настолько горячо, живо и, ну, профессионально очень вкусно, поэтому мы всегда готовы с вами делиться, мы всегда готовы помогать, и мы всегда готовы, ну, подставить плечо, чтобы подсказать, если вам это будет нужно. Поэтому, дорогие коллеги наши и специалисты инновационных площадок, и те, кто к ним причастен, и те детские сады, которые желают быть современными, мы просто вас благодарим за профессиональный интерес к нашему дошкольному образованию. Я специально поставила здесь этот слайд, чтобы вы могли видеть, что если вы движетесь вперед, всегда знайте, что у вас есть единомышленники, у вас есть те, кто вас обязательно поддержит. Ну и естественно, что вот этот проект, он заканчивается. Что будет в следующем году, мы не можем вам сказать, и я не могу вам сказать, потому что, может быть, родится что-то тоже очень спонтанное, нужное и важное для вас. А то, что интерес к школе, он был очень большой на протяжении всего года, это действительно так. Какие-то изменения происходят или нет в ваших детских садах, мы пока не знаем. Я не имею сейчас в виду инновационные площадки, а обычные детские сады, которые нас слушают, которые вместе с нами, да. То есть вот что происходит у вас. Поэтому если какие-то предложения у вас будут, то есть чему посвятить, возможно, следующие наши встречи в рамках Республиканского методического объединения воспитателей, старших воспитателей, то есть в чем вам нужна помощь, современностью вроде вы овладели, мы вам, ну, показали эту современность, да, то есть где что, чему нужно еще, что нужно разбирать, пожалуйста, как нас найти, вы знаете. Мы всегда открыты к профессиональному диалогу, поэтому ждем ваших предложений, и, возможно, что-то интересное у нас сложится и в следующем учебном году. Ну и переходя уже к теме сегодняшней нашей встречи, она непростая, не тема, не встреча, она непростая. Вот даже можно ориентироваться на ее наименование, то есть название этой встречи. Дети с особыми образовательными потребностями, легко ли им с нами? То есть насколько детям, немножко отличным от обычных, наверное, детей, я бы так сказала, насколько комфортно им в наших детских садах. Ну и здесь для такого небольшого погружения в тему, потому что не наша цель разбираться в теории вопроса сегодня, наша цель именно показать вам эффективные практические решения, которые имеют место быть в наших детских садах Республики Коми. Но тем не менее, чтобы мы понимали друг друга все-таки правильно, уважаемые коллеги, ряд акцентов, которые мне бы хотелось расставить. Значит,
Ну вот вы видите, кто такие, или какое определение, точнее, если правильнее быть, кто такие дети с особыми образовательными потребностями. То есть это те дети, которые нуждаются в специальных условиях, то есть условиях получения именно своего образования. Условия могут быть связаны как с ресурсами кадровыми, финансовыми, материально-техническими, ну и, естественно, ресурсы также, наверное, человеческие, которые не поддаются никакому описанию, там, толерантность, терпимость, сочувствие, соучастие, то есть с развитыми какими-то такими личностными качествами, которыми должны обладать и обладают все те, кто работают с такими детьми. Ну и поскольку вот этот сам термин «ребенок с особыми образовательными потребностями», он только-только начинает свое становление в Российской Федерации, юридически, нормативно еще как бы этот термин не закреплен, но все идет к тому, потому что весь мир, он как бы пересматривает такие понятия, как ребенок там аномальный, либо ребенок с ограничениями по состоянию здоровья. Поэтому я думаю, что, может быть, в ближайшее время как-то этот вопрос решится. Но это тоже не предмет нашего с вами разговора. Просто мне бы хотелось сделать акценты на следующем, что вот на сегодняшний день, ну, условно, можно так сказать, относятся к детям с особыми образовательными потребностями. Это дети, которые имеют ограниченные возможности здоровья, ну, то есть дети, которые ограничения возможностей по состоянию здоровья они имеют, дети, которые проявляют выдающиеся способности, и такие дети у нас в дошкольном возрасте тоже есть, их немного, но они есть, ну, и вот вы видите, что это дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, то есть, например, дети, которые оказались в детском доме, которые оказались в социально-реабилитационном центре, это дети, которые оказались, может быть, на стадии ну, какого-то благополучия семьи, ну и так далее, и так далее. Поэтому это так условное такое соотнесение, и вы видите, что тема очень широкая, тема очень большая, и, конечно, она не для нашей с вами двухчасовой встречи, может быть, отдельно где-то будем потом встречаться, и вот сегодня хотелось бы затронуть вопрос, связанный именно с тем, что делается, легко ли детям с ограничением по состоянию здоровья в нашем детском саду. То есть мы сегодня будем рассматривать только вот этот вот маленький кусочек этой очень большой и непростой темы. И все, возможно, потом встретимся с вами, в том числе и для того, чтобы раскрыть какие-то особенности работы с другими категориями детей с особыми образовательными потребностями. Ну и вот еще один такой момент. С 1 января 2021 года уже вступил в действие новый порядок организации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования. И вот, наверное, к нашей такой профессиональной радости, но и к профессиональной радости всех тех, кто работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья, это детские сады компенсирующего вида, детские сады комбинированного вида. Все-таки, как вот с 2012 года нам не говорили, да, что официально таких, ну, в официальных названиях таких детских садов не будет звучать слова компенсирующий вид, комбинированный вид, но тем не менее сейчас 2021 год, и у нас есть в детских садах и группы компенсирующей направленности, и группы комбинированной направленности. И вот здесь я просто вывела один единственный слайд, и я думаю, что вы поймете, о чем сейчас пойдет разговор, о том, что уже официально закреплено, что в группах, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, но речь идет именно о группах компенсирующей направленности. И вот здесь на слайде вы видите, что речь идет о группах комбинированной направленности. Официально вводятся должности тьютера и официально вводятся должности ассистента. Это уже вот с 1 января 2021 года такой приказ вступил в действие. Я не знаю, конечно, есть ли сейчас среди нас с вами педагог, который проживает в Иркутской области, и когда идет система регистрации, этот педагог указал, что должность, она уже имеет именно тьютер в детском саду. Поэтому, дорогие коллеги, я думаю, что будущее есть в освоении новых специальностей, в освоении новых профессий, поэтому я думаю, что много интересного нас ждет с вами впереди. Это вот такие маленькие акценты, ну, теоретические, для того, чтобы вы понимали, что иногда мы много прикладываем усилий для того, чтобы сделать комфортным проживание детей
в детских садах, но, возможно, где-то что-то мы пока либо упускаем, либо, наоборот, пока к этому не готовы. Поэтому сегодня мы будем с вами говорить о том, что у нас получается. И сегодня мы с вами будем как раз говорить о том, чем живут наши детские сады, в которых находятся интересные, умные, замечательные дети дошкольного возраста. И поэтому вот сегодня предмет нашего разговора, и вы все видели на первом слайде нашей вебинарной комнаты и в информационных письмах, то есть то содержание, о котором сегодня пойдет речь. Поэтому свои практические решения по тому, как сегодня работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, да, что можно интересного, современного, вот ключевое слово именно современного, ориентированного на каждого ребенка, на позицию, на тот формат взаимодействия с детьми, который ориентирован все-таки на умение слышать голос ребенка. Вот об этих всех вещах с нами сегодня будет совместно вести разговор команда детского сада номер 40 города Ухты. Этот детский сад является нашей республиканской стажировочной площадкой нашего института, и мы давно знаем этот детский сад. В последнее время, может быть, не очень тесно сотрудничали, но в нем работает много прекрасных специалистов, очень умных, толковых, разумных, грамотных, которые могут нам подсказать очень интересные свои не только находки, но и, может быть, ответить на какие-то очень сложные вопросы. Поэтому я приглашаю в нашу импровизированную гостиную команду детского сада номер 40, поэтому, пожалуйста, коллеги, выйдите на связь, чтобы мы могли вас увидеть всех или по одному сначала, поэтому приглашаем к подключению Ухту, детский сад номер 40. Коллеги у нас подключаются, очень приятно. Я думаю, что это будет Наталья Сергеевна. Пока не очень видим, поэтому, да, немножко еще раз, пожалуйста, попытайтесь войти. Детский сад хороший, интересный, команда такая профессиональная команда. Поэтому я думаю, что много всего интересного нам сегодня будет представлено. Уважаемые коллеги, да, еще можно попробовать. Пока тоже как бы не видим, но вот... Может быть, мы вас будем слышать. Поэтому, уважаемые коллеги, да, еще раз постарайтесь, попытайтесь, не видим пока. Может быть, если вы выключите пока камеру, можно будет услышать вас. Может быть, так? Либо попробуйте перезагрузить пока страницу технически. Все, Наталья Сергеевна, да, замечательно. Пожалуйста, скажите что-нибудь, Наталья Сергеевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно слышно. Ну, Наталья Сергеевна, позвольте, наверное, вас сначала представить, да, и потом уже вам передать слово. Уважаемые коллеги, мы теперь переносимся в город Ухту, в прекрасный город Ухту, в жемчужину севера нашей республики Коми. Перед вами Наталья Сергеевна Кандаурова, это старший воспитатель детского сада номер 40. И Наталья Сергеевна, я думаю, что она очень хорошо сама поведет свою команду в плане логичного изложения того содержания, которое было заявлено. Поэтому, Наталья Сергеевна, с удовольствием передаем вам слово для того, чтобы вы могли нам рассказать и показать, чем и как интересным живут ваши коллеги и дети, и родители в вашем детском саду. Поэтому, пожалуйста, вам слово. Я ухожу из эфира, но вы помните, что в любой момент я могу вас поддержать. Пожалуйста. Спасибо большое, Татьяна Валерьяновна. Так. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы искренне рады приветствовать вас всех на сегодняшней встрече онлайн. И позвольте мне представить наш опыт работы, позволяющий воспитанникам проживать свое детство с легкостью и удовольствием. Но для начала мы попросим вас всех подготовить карандаш и 2 небольших листочка бумаги. Для чего они вам понадобятся, вы узнаете чуть позже. Итак, давайте познакомимся. Специализированный логоневрологический детский сад номер 40 открыл свои первые группы и принял первых детей 10 октября 1990 года. Его открытие было связано с необходимостью оказания комплексной реабилитационной помощи детям нашего города, поэтому за детским садом были закреплены еще и лечебные функции.
Основателем и первым директором учреждения был Валентин Александрович Приходько. Он был удивительно талантливым человеком. Он и создал то, что мы пытаемся сохранить на протяжении всех этих лет. Оздоровительный комплекс, сауна, тесное взаимодействие со здравоохранением. А самое главное – это дух новаторства, стремление работать в режиме инноваций, поиска оптимальных путей комплексной реабилитации детей с проблемами в развитии. В 2003 году заведующим детским садом была назначена Калашникова Татьяна Карловна. Она работает с момента основания детского сада сначала методистом, затем заместителем и по сегодняшний день руководителем. Под ее руководством детский сад зажил новой жизнью. Пришли победы в муниципальных, республиканских и федеральных конкурсах. С 2014 года нас узнали еще и как республиканскую стажировочную площадку. Что касается наших воспитанников, то на сегодняшний день общая численность их составляет 106 человек в возрасте от 2 до 7 лет, из них 15 детей-инвалидов. Все дети имеют статус ребенок с ограниченными возможностями здоровья. В детском саду на сегодняшний день функционирует 10 групп. Эти группы тоже все имеют компенсирующую направленность. Из них 4 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 5 групп для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 1 группа для детей с ОВЗ, куда входят дети с неврологическими нарушениями. Кадровый потенциал учреждения включает в себя 32 педагога. Старший воспитатель, воспитатели, учителя, логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель по деятельности. Неизменно основу состава педагогических работников составляют специалисты с большим стажем работы, высшим образованием и те, кому по результатам аттестации присвоена квалификационная категория. Основная цель деятельности нашего педагогического коллектива – это развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, обеспечение коррекции нарушений развития и социальной адаптации воспитанников. Успешное решение поставленной цели обеспечивается посредством реализации модели единого развивающего образовательного пространства. Условно оно состоит из 5 структурных компонентов. Первым значимым компонентом, способствующим созданию специальных условий для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, является уникальный опыт работы с такими детьми. На протяжении 31 года детский сад успешно решает задачи по коррекции нарушений развития детей. Реализация данного направления обеспечивается посредством функционирования в детском саду диагностико-коррекционного и коррекционно-педагогического блоков. Центральным звеном диагностико-коррекционного блока является психолого-педагогический консилиум. В его состав входят учителя, логопеды, педагог, психолог, специалисты, воспитатели. Коррекционно-педагогический блок решает задачи максимально всестороннего развития ребенка с учетом его возможностей и личных склонностей. Взаимосвязь и взаимодействие этих блоков способствует созданию специальных педагогических условий для образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Второй значимый компонент развивающего образовательного пространства – это индивидуализация и дифференциация образования. Учет особенностей конкретного ребенка, все мы с вами знаем, это залог эффективности коррекционно-развивающей деятельности. Для детей с инвалидностью в детском саду предусмотрена разработка индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальная организованная образовательная деятельность в случаях, когда предпочтительны именно индивидуальные формы взаимодействия, индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение. Все это позволяет следовать за ребенка и выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого воспитанника. Следующим структурным компонентом развивающего образовательного пространства являются традиции. Это неотъемлемая часть имиджа учреждения и составляет основу его социокультурной среды. Традиционным для детского сада являются мероприятия, приуроченные к государственным, национальным праздникам, памятным датам и народным праздникам.
Кроме того, за годы работы в учреждении появились традиции, подчеркивающие его уникальность и самобытность. К ним можно отнести такие развлечения, как День Нептуна, военно-патриотическая игра «Зорница», интеллектуальный марафон для выпускников подготовительных в школе групп, День здоровья, конкурс «Минута славы». Традиционной для детского сада является и клубная работа. На базе детского сада функционирует клуб любителей чтения «Читайка» и клуб молодых родителей. Значимость данного структурного компонента в работе с детьми с ОВЗ очень высока. Традиции способствуют успешному освоению социальных стереотипов, помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообщества людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. К тому же, такие мероприятия, как конкурс чтецов, интеллектуальный марафон, с одной стороны, создают ситуацию успеха для наших воспитанников, а с другой стороны, способствуют выявлению и поддержке одаренных детей. Многомерное социальное пространство – это четвертая важнейшая составляющая развивающего образовательного пространства детского сада. В нашем саду по-прежнему функционирует лечебно-оздоровительный комплекс, где оказываются услуги по медицинской реабилитации, массаж, физиолечение, светолечение, медикаментозное лечение, профилактические процедуры. Хочется сказать, подчеркнуть, что до 2014 года мы всегда отмечали уникальность нашего учреждения в плане осуществления межведомственного взаимодействия, когда выделяли штаты медработников образования и здравоохранения. Но с 2013 года все штаты медработников перешли в здравоохранение. Сейчас они также трудятся в наших стенах, но их работу организует уже детская больница, а мы предоставляем условия для их работы. Квалифицированный медицинский персонал под руководством врача-педиатра, врача-невролога в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом успешно решают задачи по преодолению физических и психических нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья. На основе партнерства организовано сотрудничество с семьями воспитанников, работа клубов, творческих мастерских, привлечение родителей к организации праздников, выставок, конкурсов, образовательной деятельности, консультативно-просветительская деятельность, совместные экскурсии, акции, участие в разработке программ, в определении ведущих направлений развития детского сада. Все это позволяет родителям воспитанников принимать непосредственное участие в создании специальных условий развития и социальной адаптации воспитанников. Многомерное социальное окружение предполагает и активное сотрудничество с социальными институтами. Система совместной работы с семьями, медицинским персоналом, с организациями образования и культуры города Ухты отражена в проекте по сетевому взаимодействию «Мы вместе», который реализуется в детском саду с 2016 года. Как раз и решение целей и задач этого проекта способствует созданию оптимальных условий для социальной адаптации детей с ОВЗ. А инновационная составляющая – это ключевой компонент, который позволяет нашей образовательной организации соответствовать современным требованиям по получению образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Современные образовательные технологии, новые формы взаимодействия с детьми, с родителями, от инноваций, которые активно используются педагогами для обеспечения комфортных условий развития личности детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитателями и специалистами освоены и внедрены в практику технологии утреннего сбора, технологии краткосрочных образовательных практик, квест-игры, элементы социоигровой технологии, оздоровительная гимнастика, разнообразные формы совместной деятельности детей и взрослых, методы приема арт-терапии, песочная терапия. В этом году педагоги пополнили свой педагогический арсенал кинезиологическими упражнениями, литотерапией, подвижными обучающими играми Бэйтой, использованием логопедического планшета, реализацией природоохранного проекта «Эколята-дошколята». С этого года детский сад является официальным пунктом по приему крышечек добра. То есть тема экологии у нас очень актуальна и развивается именно с этого года. Конечно, успешному развитию современных образовательных технологий в учреждении способствует высокий уровень оснащенности образовательного процесса. В детском саду имеется сенсорная комната, информационный центр, физкультурный зал, бассейн, сауна, музыкальный зал, оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий,
оборудование для арт- и песочной терапии. В детском саду есть собственный автобус, оборудованный для перевозки детей. А, Вообще стремление работать в режиме инноваций и быть в курсе современных тенденций в дошкольном образовании подтолкнуло нас на участие в форуме лидеров дошкольного образования, проходившего в Перми в 2018 и в 2019 году. После образовательного тура в уникальные детские сады города мы загорелись увиденными идеями организации развивающего пространства в коридорах детского сада. Мы задавали себе вопросы, а возможно ли в нашем относительно старом двухэтажном здании, в котором нет просторных и широких холлов, как у нынешних современных детских садов, создать развивающую среду для детей не только в рамках отдельной группы, но и за ее пределами. После долгих размышлений и обсуждений мы приступили к изменениям. Пусть в нашем случае, как вы увидите сейчас, это не глобально, это не весь детский сад, но начало положено, и мы этому очень рады. Что же можно организовать в таком небольшом пространстве, как коридор? Да? Все, что угодно, что детям не мешает беспрепятственно перемещаться по детскому саду. Основное средство выражения – это визуальные элементы оформления. Фотографии, визиборды, развивающие панели из дерева, грифельные доски, мольберты и многое другое. Итак, что же мы организовали? В первую очередь наше пристальное внимание попали коридоры первого этажа и его безликие стены. Мы перекрасили стены в разные цвета. Сейчас это не однотонные, как раньше, оранжевые, желтые, зеленые, и вы увидите это потом дальше на последующих слайдах. Итак, пустые стены вдоль музыкального зала превратились у нас сейчас в бизи-холл с разнообразными бизи-бордами, как современными дидактическими пособиями с множеством разнообразных задачек для детей. Выбор пал именно на бизиборды, поскольку они служат предметом интеграции всех элементов образовательных областей развития ребенка, отраженных в стандарте. И познавательное, и речевое, и социально-коммуникативное, и физическое, и художественно-эстетическое. Посмотрев новым взглядом на большой холл первого этажа, мы увидели, что оно использовалось не совсем, скажем так, рационально. С одной стороны пустая вообще стена, с другой лишь там 3 стенда для педагогов. Сейчас эти стенды и холл превратились в лего и в арт-холл. Теперь это место исключительно для детей. На стене закрепили большую магнитно-грифельную доску, детские мольберты со всеми необходимыми предметами для художественно-эстетического развития детей. Бумагу, фломастеры, мелки. На противоположной стороне мы разместили большую настенную панель для конструирования с наборами лего. Этот конструктор очень популярен у наших детей, поэтому этот выбор стал не случайным. В ноябре воспитанники на несколько дней уступили нам пространство арт-холла для педагогов. Буданова Татьяна Юрьевна, наш педагог-психолог, использовала его для организации взаимодействия с педагогами в рамках недели психологии. Здесь она размещала для них тесты, игры, задания. То есть использование этого холла теперь стало многофункциональным и развивающим. А обычный холл для выставок преобразился в нашем детском саду в настоящий выставочный центр, в котором располагаются чудесные витрины в форме деревьев. Они позволяют очень выразительно презентовать творческие работы наших воспитанников и художественно обогащают помещение. Еще одно дополнение в среде наших коридоров – это магнитные стенды по изучению правил дорожного движения. На уровне глаз ребенка размещены макеты дороги с магнитными фигурами. Это позволяет закреплять в новой форме правила безопасного поведения на дороге. На этом, коллеги, мы не останавливаемся. У нас еще есть несколько идей, нереализованных по оформлению коридоров и холлов детского сада. Мы продолжаем работать в этом направлении. Вообще, создавая такую развивающую предметно-пространственную среду в холлах и рекреациях, мы учитывали, что среда вообще должна выполнять несколько функций. Самое главное, она должна работать на развитии самостоятельности и самодеятельности ребенка. Необходимо и гибкое варьирование, удовлетворение потребностей и интересов ребенка. А также форма и дизайн, конечно, должна быть безопасной и учитывать возраст ребенка. Ну и, конечно, ведущая роль игровой деятельности должна быть на первом месте. Создание развивающей образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении – процесс очень интересный, творческий и увлекательный. Мы будем работать и дальше, не боясь нового, создавать современную образовательную среду для наших дошколят. Ну что ж, уважаемые коллеги, если у вас есть ко мне вопросы по поводу содержания моего выступления, моей презентации, я с удовольствием на них отвечу.
подумают, какие вопросы задать. Да, ну, я, наверное, хочу тоже вам задать пару вопросов, если возможно, да? Возможно? Конечно, 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 Татьяна. Ну, во-первых, большое спасибо за то, что вы вспомнили действительно первого руководителя вашего детского сада. Он был гениальный у нас директор тогда, и детский сад номер 40, он очень так серьезно звучал в Республике Коми. Вот, поэтому потом Татьяна Карловна молодец, что она сохраняет традиции. И, конечно, очень было приятно видеть, что и ваш детский сад, он преобразовывается. Я имею в виду, что вы позволяете теперь детям пользоваться и пространством холлов. Это очень Да. хорошо. Наталья Сергеевна, у меня вот такие два вопроса к вам. Скажите, пожалуйста, как дети, как часто они выходят в холл, они сами выходят в холл или в чьем-то сопровождении? Мгм. Мгм. Они пользуются этим пространством тогда, когда у них есть свободное время. Например, у нас есть бассейн, и после бассейна дети обычно не выходят на прогулку, и вот это время педагоги используют для того, чтобы детей можно было пригласить вот в это наше пространство, арт-холл и лего-холл. Они пользуются им еще, когда мы организовываем для них различные мероприятия, игра по станциям, квест-игры, и они, соответственно, также присутствуют в этом пространстве. Сами пока они у нас не помещаются, не перемещаются внутри детского сада, мы еще вот на эту ступеньку не перешли, мы пока думаем еще, каким образом это все организовать. У нас есть несколько воспитанников, которые имеют ассистента сопровождающего, и когда они тоже, бывает, передвигаются по детскому саду, они не просто так теперь, как мы раньше говорим, слоняемся по коридорам, а у них есть теперь чем заняться. Очень часто бывает так, что различные медицинские процедуры у нас организовываются, и очередь детей скапливается в коридоре, и вот теперь им не скучно, теперь они занимаются развивающими такими занятиями, по дороге в музыкальный зал, то есть любую, можно сказать, вот свободную минутку, возможность использовать педагоги для того, чтобы пригласить детей в это пространство. Они уже сами привыкли к этому. Мгм. Хорошо, то есть я, ну, правильно понимаю, что пока вы занялись переоборудованием пространств первого этажа, да, потихонечку? Да, да, все верно. Мгм. Хорошо, но пусть все складывается, пусть все получается. Идей сейчас огромное, колоссальное количество, их очень много. Я думаю, что вы со Да. своими коллегами обязательно решите, что для вас ценное, что для вас нужно. И второй вопрос у меня. Вы показали выставочный центр, который сделан, да, в холле, в одном из Мгм. холлов. У меня вопрос, кто решает, какие работы и работы чьих детей будут там размещены? Вообще, на самом деле, у нас несколько раз в год бывают творческие конкурсы творческих совместных работ родителей и воспитанников. Все работы, которые поступают на этот конкурс, они все выставляются в этом выставочном зале. То есть вот пришло 76 работ, значит 76 работ все они будут выставлены. На следующий год у нас есть такая задумка, что мы попросим наших педагогов трансформировать, может быть, и использовать еще и для персональных выставок детей, которые можно организовать в детском саду. А так вот прям строгого отбора у нас нету. Все работы, которые есть, они все хороши, мы их всех выставляем. Мгм. Ну, я поняла, там суть как бы это такая, ну, выставки, вот когда у нас организовывались выставки, да, и получается вы там выставляете, я это немножечко по-другому поняла, потому что мы же сейчас говорим о том, что каждый ребенок имеет возможность и право в группе, и вот я думаю, что вы на наших встречах тоже были, сам Да. размещать свои работы там, где ему нужно и важно. И в том Мгм. числе и в холлах детского сада, вот если есть просто отведенное место, любой ребенок Мгм. может сам решить, да, вместе с воспитателем, либо самостоятельно, где ему разместить. Я почему-то подумала, что именно вот поэтому и спросила, может быть, у вас уже такая идея реализуется. Хорошо, я поняла, Наталья Сергеевна, поэтому у меня больше вопросов нет, но раз вот коллеги не задают, значит, наверное, тоже вопросов нет, Мгм. или они появятся. Давайте мы с вами вместе попросим, да, если вопросы появятся, можно писать их в чате. Да, конечно, Да. Поэтому, Наталья конечно. Сергеевна, я снова возвращаю вам как бы Мгм. право, поэтому теперь уже дальше вы, да, тоже представляете своих коллег. Мгм. Спасибо. Хорошо. А сейчас я передаю слово нашему учителю-логопеду Терновской Галине Игоревне. Она представит свой опыт использования планшета в коррекционной работе с детьми, имеющими тяжелыми нарушениями речи. То есть мы продолжаем рассказывать об условиях, которые созданы в детском саду для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас Галине Евгеньевне я передам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я сразу хочу извиниться за то, что из-за цветения у меня нет голоса, поэтому мой доклад представлен в основном в виде видео. Но я немножечко расскажу. Мой доклад, мой рассказ о том, как мне удалось осуществить свою мечту. Все логопеды, большинство логопедов имеют свои кабинеты, заполненные карточками, картинками, какими-то материалами для обследования. И они практически не могут функционировать без этого всего. И мне всегда хотелось как-то все сконцентрировать так, чтобы я могла этим удобно пользоваться в любом месте. Вот у меня есть планшет, я просто демонстрирую, называется логопедический планшет. На самом деле это простой планшет Huawei размером с установленным андроидом, с диагональю 10 дюймов, он достаточно большой, который у меня есть достаточно уже давно. И вот я задалась целью все, что у меня есть, все мое богатство сгрузить в этот планшет. Я хочу сказать, что за время работы нашей группы логопедов, наших логопедов, мы оцифровали практически все. В логопедическом планшете изначально был речевой материал для автоматизации звуков, картинный материал для формирования фонематических представлений, для обследования речи, для грамматического строя. Были диафильмы для того, чтобы дети, я работаю на группе с детьми с заиканием, чтобы дети с заиканием могли составлять пересказы с хорошей зрительной опорой. У меня были подобраны мультфильмы, которые дети озвучивают. И я собрала все это вместе, но, кроме того, мне захотелось в этом году еще сделать обучающие такие презентации, которые бы соответствовали нашей работе. И забыла еще сказать, что когда я начала плотно работать с логопедическим планшетом, я поняла, что у меня еще есть дополнительные бонусы, о которых я и не задумывалась. Во-первых, это выход в интернет. Зачем нужен интернет? Он дает возможность в любой момент, если у тебя возник дефицит, не хватает какой-то картинки, не хватает каких-то сведений, ты можешь выйти и посмотреть, скачать и продолжать работу. Тогда как раньше пришлось бы бегать по соседям и спрашивать. И кроме того, я уже приучаю своих детей к тому, что ни одно слово не должно быть ими не понято. Даже если мы автоматизируем звук, произносим какое-то стихотворение, шел Сурок на урок, мои дети обязательно спросят, кто такой Сурок. Я им обязательно покажу. Ну и в случае, если логопед остался, то есть вынужден работать в том помещении, где нет зеркала, мы можем взять планшет и поставить фронтальную камеру и в нее смотреть, использовать как зеркало. А также мы можем таким образом записывать фрагменты занятий и передавать их воспитателям и родителям для того, чтобы им было понятно, как работать, поскольку работа наша все-таки достаточно специфическая. Ну и в этом году я задумалась о том, чтобы сделать по следам наших занятий интерактивные презентации. Это презентации по формированию фонетико-фонематической стороны речи, обучения грамоте по следам занятий, которых у нас 2 в неделю, и формирование лексико-грамматической стороны речи. Итак, я увлеклась этой работой, что в результате у меня 60 презентаций на формирование фонетико-фонематической стороны речи и 26 на формирование лексико-грамматической стороны речи. И сейчас я хочу предложить вам посмотреть, что же они из себя представляют, эти презентации. Все презентации по формированию фонетико-фонематических представлений обучения грамоты созданы по одному шаблону, так же, как и занятия. Они проводятся по следам занятия, но мы здесь используем немножечко другие методы. И мы начинаем с характеристики звука. Всегда звук «р» согласный,
звонкий, мягкий, нет, твердый, обозначается синим цветом. Обычно каждая презентация имеет определенную тему, звук «р» или звуки «с», «ш». Но в данном случае я представляю вам компиляцию из различных презентаций, чтобы показать все приемы. Затем, второе, мы выбираем слова из ряда слов с заданным звуком. Например, в данном случае это звук «г». Сапоги, гитара, герб, гиена, гном, нет, гимнастка. Или мы можем убрать картинки, в названии которых нет заданного звука. Например, звука «щ». Нет в словах лось, шарф, сердце, мяч, чебурашка. Можно предложить детям самим подобрать слово, опираясь на нашу подсказку, слово с заданным звуком. Например, со звуком «щ». Детеныш собаки – щенок. Ей чистят зубы, одежду – щетка. Сначала говорим, потом проверяем. Собака, которая ищет след – ищейка. Поставим на стол продукты, в названии которых есть звук «р». Сыр, кефир, морковь, мороженое, картофель, а яблоки нет. Это игры с дедом-звукоедом. Эта игра позволяет ребенку самостоятельно подобрать звук, который исчез в начале слова. Здесь у нас выбор из двух. Звук «ф» или звук «фе». Икус. Говорим мы ребенку, ребенок должен выбрать фикус и нажать «Проверить». Лак, флаг. Нажимаем, проверяем. Обычно мы в качестве схемы берем красный, синий, зеленый квадратик. Но если это невозможно, например, мы сравниваем звук «ч» и «те», оба мягкие согласные, мы берем вот такие схемы. Паровозик «ч», молоточек «те», «щ», щетка, «се», насос. Или, например, это звук «з», звук «ж», олуде, желуди, аба, ж, жаба, онт, з, зонт. Также мы используем большое количество заданий, в которых нужно заменить один звук на другой и узнать, что получится. Это помогает детям научиться анализировать слово. Например, заменяем звук «с» на звук «ш». Каска заменяем, что получится кашка. Проверили. Сайка, шайка. Назвали, потом проверили. Маска, машка. Назвали, проверили. Также мы используем проговаривание слоговых рядов с опорой на символ звука. С помощью этой презентации мы можем выложить схему слова, звуковую схему слова «филин». Первый звук «фе» назвали, потом уже нажали. И, ле, нет, неправильно, ле, и, н. Отлично. Или можем проанализировать уже готовую схему. Например, слово «зажим». Назови в слове каждый звук «з», «а», «ж», «ы», «м». Сколько всего звуков? 5. Выбираем. Найди в слове звук «ж». «З», «а», «ж». Вот он. Какой он по счету? 3. Найди звук «з». Какой он по счету? 1. Найди все гласные звуки. «А», «ы». Сколько их? 2. Назови все согласные звуки. «З», «ж», «м». Их 3. После этого мы переходим к чтению от простого к сложному. Ну и можем выложить из букв слово. Так же, как мы это делали бы с разрезной азбукой. Щенок. Щ, Е, Н, О, К. Или можем подобрать нужный звук, если мы сравниваем нужную букву, две буквы и 2 звука. В слове «жаба», например, «з», «заба» не получилось, убираем, вставим другой звук, другую букву. Все презентации по формированию фонетико-фонематических представлений обучения грамоты
Все презентации для формирования лексико-грамматического строя можно условно разделить на две части. В первой части мы предлагаем ребенку воспользоваться какой-нибудь грамматической категорией, поиграть с ней, практически ее усвоить. Например, если мы возьмем предлог. Предлог «из». Наблюдаем действием, составляем предложение. Гриб достали из корзины. Котенок выпрыгнул из коробки. Вода вылилась из бутылки. Все предлоги, действия которых можно показать, мы показываем. Например, яблоко упало с ветки. Должно произойти действие, потом ребенок составляет предложение. Картину сняли со стены. Предлоги над и под. Запоминаем предметы, которые лежат под чем-то, знакомимся со схемой. Называем, что лежит над. Ну а затем мы должны вспомнить и показать, где висела полка. Полка висела над креслом. Мяч лежал под столом. Картина висела над стулом. Часы висели над кроватью. Тапки стояли под кроватью. Кот сидел под стулом. Лампа висела над столом. Суффикс «ющ» очень сложная тема. И мы с помощью картинок не можем показать бегущего человека или там спящего, а с помощью презентации легко человек бежит бегущий, пес бегущий тоже рядом с ним, здесь все спящие. Мы шьем брюки из различных тканей. Например, выбираем ткань кожа, кожаные брюки, кружево, кружевные, шелковые, бархатные. Можно повторить, если не запомнили. Приставочные глаголы – это тоже такая тема, которую трудно передать с помощью картинок. Но с помощью презентации легко. Наблюдаем действие и озвучиваем. Машинка к дому подъехала. Машина от дома отъехала. На камень наехала. Через мост переехала. С горки съехала. На горку ехала, куст объехала. Вторая часть каждой презентации – это работа с предложением. Ребенок может использовать новые слова в составе предложения, также проанализировать предложение, составить его схему. И с помощью этой презентации мы получили возможность, которой не имели раньше, сопроводить абсолютно каждое слово картинкой. Например, под стулом сидел рыжий кот. Под стулом сидел, символ глагола, рыжий кот. Или мы можем преобразовать предложение, заменяя одно слово. Какого слова не хватает? На полке стояла какая? Зеленая ваза. Сейчас что-то изменилось. Не на полке, а на столе стояла зеленая ваза. Изменился цвет вазы. Меняем. На столе стояла красная ваза. Машинка. Меняем. На столе стояла красная машинка. И мы можем ребенку предложить составить предложение с заданными характеристиками. Например, словом «над» из 5 слов. Ребенок придумывает, например, красивая картина висела над столом. Проверяем каждое слово. Красивая картина висела над деревянным. Ой, нам не хватило. Поменяем. Картина висела над... Нет, не получилось. Начинаем заново. Красивая картина висела над столом. А также мы можем составлять предложения, все более увеличивая количество слов. Например, из коробочки выскочил клоун. Вот, тут уже 5 слов. Из коробочки выскочил веселый клоун. Из разноцветной коробочки выскочил веселый клоун. Каждый из детей знаком с этими презентациями, или воспитатели, или я. Иногда родители занимаются с ними, и поэтому они очень легко справляются, делают это с удовольствием. Сейчас мы посмотрим маленький фрагмент того, как занимается ребенок.
согласный, звонкий и твердый. Обозначаем синим цветом. Дальше. Звук Л. Он согласный, звонкий Проверяй. и твердый. Ну, проверяй. Обозначаем синим цветом. Угу, дальше. Так. Это звук. Какой? Л. Л. А это Р. Р. Дальше продолжаем. Выбери слова со звуком Л. Л. Да. Ласточка. Пила. Ракета. Какой звук нужен? Л. Так. Ромашки. Акула. Салат. Сыр. Радуга. Помидор. И дятел. Мгм. Полина, замени в слове звук Л на звук Р. Ну, мне кажется, что все уже понятно, как работает ребенок с этими интерактивными презентациями. И я хочу сказать, какие же итоги мы подвели, я подвела за тот год, что мы работаем с этим пособием. Логопедический планшет, прекрасная вещь, позволяет логопеду всегда иметь при себе весь логопедический инструментарий, практически весь. Это не значит, что он будет работать исключительно с планшетом, но он может пойти на другую группу, работать частным образом, дать консультацию в любой момент, и он все при себе. Этот планшет интуитивно понятен, содержит каждая презентация содержит все инструкции, и в нем невозможно ошибиться. Это и хорошо, и плохо. Ошибаться нужно, исправлять свои ошибки нужно, но так уж он построен. Но именно поэтому родители не могут сделать с ребенком неправильно, и он им вполне доступен. Может быть использован воспитателями, и мои воспитатели по заданию логопеда работают вот с этим пособием. Доступен в любом месте земного шара, потому что все презентации, все материалы хранятся в облаке с доступом по ссылке. Уже говорила, что он удобен для работы воспитателей по заданию логопеда. И я скажу неожиданную вещь. Во-первых, воспитателю не нужно копить огромное количество, то есть иметь карточек, пособий разрезных, картин, не разрезных картинок, а разрезной азбуки и так далее, и так далее. И потом то, что мне сказали воспитатели, я не подумала об этом, что они сидят рядом с ребенком, сидят лицом к другим детям. То есть работая, не оставляя детей без внимания. Он несомненно интересен детям, занимается с огромным удовольствием, позволяет системно проводить работу по коррекции речи, по формированию каких-то определенных категорий, потому что каждый, уже говорила, составлен по шаблону, и в этом шаблоне ничего не теряется. Ну и, конечно, он гигиеничен, его легко обработать санитайзером после каждого ребенка, что особенно актуально в наше время. И перспективу мы создадим комплект презентации логопедический планшет для старшей группы, пока только для подготовительной. Я хочу обновить речевой материал и обновить картинный материал по лексическим темам. Ну а там возможности безграничны. Я думаю, придумаем что-нибудь еще. Спасибо за внимание. Я жду ваших вопросов. Давно не виделись с вами, да? Надеюсь, Мне что также. да, ваша замечательная коллега Виктория Григорьевна, она тоже рядышком где-то, поэтому если вы ее увидите, обязательно передавайте от нас большой привет. Галина Игоревна, у меня есть к вам ряд вопросов, можно я вам их задам? Ну, я понимаю, что вам сложно, может быть, говорить, но вот хотелось бы задать следующие вопросы. Скажите, пожалуйста, вот этот планшет, он в единственном экземпляре? Вот это устройство, да? Ну, физически. Да. В детском саду их 2. Наполнение – это набор файлов, которые хранятся в
облаке и доступны любому, у кого есть ссылка, он может свой планшет превратить в логопедический. То есть А ссылка есть у некоторых, мы работали на 2 группах пока что, но я хочу представить его подробно логопедам. Все наши логопеды, несомненно, будут иметь возможность. То есть получается, например, если вы уходите с работы, и вы отдаете этот планшет на группу воспитателю, то он сможет пользоваться, ну, пока только он. То есть одновременно, получается, вы пользуетесь как-то? Нет. Нет, это просто набор презентаций. Любой скачивает к себе на планшет, но единственное, что он должен быть большой. Это не традиционный планшет, он большой. Нет, вот, иначе ребенку будет неудобно. Я все И поняла. Кто угодно может пользоваться. Но в вашем детском саду как происходит? То есть вот у вас воспитатели... В нашем детском саду 2 планшета. Один хранится, он на подготовительных группах. Один хранится в моей группе, занимаюсь или я, или воспитатели по заданию. Сами по себе презентации ВКонтакте или где можем передать родителям. Второй планшет находится в другой подготовительной, через облако скачивают, они и работают. Но вы планируете так, чтобы вот эти планшеты были в каждой группе? Или вы не планируете? Вам достаточно 1-2 на детский сад? Все, что я делаю, я очень хочу, чтобы этим пользовались все логопеды. Хочу предложить нашего детского сада, чтобы у нас не была разрозненная работа, чтобы мы представляли логопедическую какую-то службу. Мечтаю об этом. Но финансовая возможность, если купить планшеты, а вот так вот сами файлы, конечно, я передам всем. Хорошо, спасибо. И у меня еще, знаете, какие вопросы к вам есть? Вот скажите, пожалуйста, у вас есть какой-нибудь, может быть, личный, персональный интернет-ресурс, где вот можно посмотреть эти все ваши разработки? Такого нет? К сожалению, нет. Сейчас вот благодаря планшету, потому что мы совместно пользуемся, у нас есть облако, где они все лежат. Если интересно, я могу... Нет, я имею в виду, может быть, у вас там на Ютубе свой канал есть, где вы это размещаете. Может быть, нет, да, такого личного, какого-то вот персонального интернета, куда любой человек из Российской Федерации может зайти и посмотреть, что у вас нет, да? Не планируете, не хотите этим заниматься, да? Я не публичный человек, нет. Вот но всем, кому могу, все, что я делаю, я хочу, чтобы этим пользовались и другие люди. Мне это интересно. Хорошо, замечательно. Ну и в связи с этим тоже такой вопрос. Может быть, Галина Игоревна, какой-то вот обучающий курс вы можете сделать? Не обязательно онлайн. Вот у вас ведь можно, ну, даже вот через ролики, то есть такой заочной какой-то форме. Как вот вам такое предложение? Как сделать такое подобное пособие? Ну, вообще нет, просто для логопедов нет, авторский такой обучающий курс, потому что у вас все-таки стаж работы очень большой, вы такой очень квалифицированный специалист, и, конечно, вот хочется, чтобы этот опыт работы, он дальше распространялся. Поэтому авторский обучающий курс для специалистов, которые занимаются с детьми, имеющими нарушение речи. Вот такое предложение у нас к вам. Никогда не против. Никогда не против. Хорошо. Ну, спасибо вам большое. Не смею больше напрягать ваши голосовые связки, потому что прекрасно понимаю, что это ваш рабочий инструмент. Да. Спасибо. Идея интересна. И главное, что вот мне очень нравится, что вы такой человек, который никогда не стоите на месте, всегда что-то пытаетесь новое пробовать. Единственное, что я еще хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, помните, когда-то, наверное, 2 года или 3 назад мы с вами встречались в вашем детском саду, и вы тогда рассказывали о том, что вы выходите на группы, вы включаетесь в детскую игру. Помните, вот там кафе? Да, у нас есть. Да, то есть вы это продолжаете? Конечно. Мы это продолжаем. На следующий год я эту работу передаю совместным воспитателям. Моим воспитателям. Это будет тема для самообразования. Они будут эти игры трансформировать так, чтобы они соответствовали их задачам. Я их, конечно, буду обучать. Да, мы используем все. Это содержимое моего планшета, то, что мы за годы наделали. Хорошо. Но еще тогда один вопрос, пользуясь случаем. Скажите, пожалуйста, а вот выпускники детского сада, которые, например, начальную школу посещают, они как-то могут вам помочь вот в разработке таких презентаций? Ну, боюсь, что... Какого возраста выпускники? Смотря. Школьники? Если это уже взрослые люди-программисты, вот, то я с удовольствием, я вот планирую воспользоваться
уже выросшим ребенком, программистом, но это моя дочь, вот именно чтобы она мне позволила делать такие пособия. У нее есть задумки, чтобы можно было ошибиться. Когда ты не можешь ошибаться, то это не то. Чтобы можно было ошибиться, потом проверить. Вот. А маленькими детьми, выпускниками пока нет, не пользуюсь. Хорошо, спасибо большое, Галина Игоревна, спасибо. Я возвращаю тоже вам слово, либо вы, либо Наталья Сергеевна. Просим вас продолжить нашу встречу. Спасибо, до свидания с вами. Всего доброго. Пожалуйста, Спасибо Наталья большое. Сергеевна. Спасибо. Итак, коллеги, мы продолжаем и приглашаем к выступлению еще одного члена нашей команды нашего детского сада. Это Минакова Ирина Николаевна, воспитатель. Ирина Николаевна расскажет и поделится своим опытом, как же сделать так, чтобы практически любой предмет из нашего окружения стал развивающим и увлекательным материалом в работе с детьми. Какие педагогические хитрости заинтересовывают, увлекают детишек и помогают усваивать материал. Итак, встречайте Ирину Николаевну Минакова. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу поделиться с вами нашими педагогическими идеями, которые мы используем в практике по работе с детьми. В своей работе мы доверяем важному помощнику – природе ребенка. Мы живем в мире высоких технологий, и ни для кого не секрет, что мы перестаем замечать самые обыкновенные предметы, а на самом деле даже самый простой предмет таит в себе много-много интересного. И он может быть увлекательным, развивающим материалом в работе с детьми. Поэтому в нашу практическую педагогическую практику мы стали включать нестандартные игры, задания и упражнения, так называемые лайфхаки. Они заинтересовывают, увлекают наших ребятишек, а значит, им проще усваивать тот или иной материал. Сейчас я с вами с удовольствием поделюсь нашей видеопрезентацией. И если у вас возникнут какие-то вопросы по окончанию, вы сможете их задать. Коллеги, а знаете ли вы, что такое лайфхак? Конечно, это прием, который мы на каждом использовать пробуем в шаге, чтобы дети воспитаны были, умны. И методы эти совсем нестандартны. Они в воспитании новый виток. Для деток открыть мы стараемся старты, подать в интереснейшей форме урок. Состав числа. Как это сложно, но с воспитателями можно. Запомни, с лего составлять, но нам совсем труда не стоит. Хоть 8, 6 и даже 5 мы память будем укреплять, все трудности преодолевать. Лайфхаки с лего помогли быть умными, тактичными. А что ждет нас там впереди, во всех делах отличными? Как закрепить лексическую тему? Уж думали давным-давно. Мы при выходе и входе детишкам задаем вопрос про то, что изучаем, схемы, про звуковой анализ слова, про гласные, согласные, про то, что называем одним словом. Что можно приготовить из молока? Масло, творог, что? Сметану, кефир, мороженое.
влево-вправо. Прыг да скок. Вот уж эти детки. Устроили мы им турнир, чтобы запомнить ориентир. Обувь сняли, разложили, придумали, мол, клетки. Кто правильно проскачет путь, тому будут конфетки. А Мила спросила, но почему я не так держу карандаш и ручку? А мы ей ответили, у нас есть лайфхак, вата и разум, душечка. Мизинцем и безымянным ты вату скорее возьми. Поверь, все получится, победа уже впереди. Как быстро нам собраться на зарядку, прогулку, спросят нас пытливые коллеги по работе. А мы лайфхак придумали такой. Смотрите видео и запишите принципы в блокноте. Ребята, есть песочные часы. Ты в них стрелок не ищи. В них песок совсем обычный и для нас с тобой привычный. Нам одеться надо в срок, пока сыплется песок. Начинаем. Успеваем. Про часы не забываем. Вот и Ярослав готов. Мы успели. Есть такой у нас лайфхак, как нужно ножницы держать. Смайлик в помощь к нам придет, дорожку прямо проведет. Мы с посудой осторожны, ведь разбить посуду можно. Как не столкнуться, когда вместе мы выходим из-за стола? Младший воспитатель всегда с нами строга и ценит всю посуду так, как будто она ей очень важна. Лайфхак мы решили такой применить. По стрелкам с посудой друг за другом ходить. Затем мы привыкли, и ребятки все вдруг правила эти применяют вокруг.
А кстати, дорогие коллеги, родители тоже имеют в запасе лайфхаки свои. Наш опыт совместный, конечно, поможет стать детям достойными в жизни людьми. Утром зубки проснулись, были очень грустны. Их ведь если не чистить, станут страшно больны. Есть у Димы и Яра лайфхак для ребят. Стоит зубки почистить, карандаш в руки взять, отметочку сделать, улыбнуться слегка. Разогнали тем самым грусти все облака. В день улыбку, как солнце, нужно дважды спасать, и тогда будут зубки, как жемчуг, сиять. Бери, закрашивай. Месяц, да. Мы вечером почистили. И закрашиваем. Месяц. Зубы чистые у тебя? Да. Давай, всем спокойной ночи, маши. Всем спокойной ночи. У Дашеньки нашей есть тоже лайфхак, ведь в доме принцесса она, и важен Дашуне каждый наряд, любая деталь фасона. Ну как же сложить ей все платья, наряды в такой очень маленький шкаф? Вы видео наше скорее посмотрите, в копилочку вашу идею возьмите. Если вам на завтрак мама столь невкусный кислый творог под предлогом, что полезно, попытается подать, Дуня скажет: что ты, мама, просто так не актуально, надо сделать аппетитно, расскажу тебе я как. У Дуняшки есть лайфхак, вкусный завтрак, классный знак. Если завтрак будет вкусным, в садике не будет грустно. Здравствуйте! Сегодня мы с Дуняшей хотим приготовить интересные бутерброды. Эту идею мы повзаимствовали из любимого мультика Дуняшки про Буба. Буба с мышкой делали бутерброды. Мы этот мультик часто пересматриваем, и сегодня решили сделать эти бутерброды сами. Итак, начали. А вот теперь самое интересное. Даяна наша, где бывает, все на свете успевает, потому что у меня строгий распорядок дня. Лайфхак такой: я утром встану, постель скорее я заправлю и в календарике отмечу, затем оденусь, зубки чищу и вновь к календарику я бегу. Позавтракать сяду, оденусь я в садик и мамины нервы поберегу.
Лайфхаки бывают разными. И не всегда, когда хочется сделать что-то полезное, получается, ну, так иногда. Мы рубрику «Вы улыбнитесь» хотим предоставить вам. Вы вместе с нами от смеха слезы сдержите, но ребятишек наших все равно похвалите. А еще у нас есть такой домашний лайфхак. Дима каждое утро просыпается и отрывает листик календаря. Давай. Своими секретами мы поделились с вами, наши коллеги. Мы будем и дальше ее пополнять, нашу видеотеку. Мое выступление, дорогие коллеги, подошло к концу. Если есть у вас какие-то вопросы, я готова с удовольствием на них ответить. Рады познакомиться с вами, да? Лично как-то не встречались, поэтому спасибо вам огромное за такую мягкую, очень такую деликатную манеру преподнесения и материала, и ваш голос, и то, как вы говорили, потому что, конечно, не улыбаться было невозможно. Спасибо вам большое за это. Ирина Николаевна, только можно ряд как бы уточняющих моментов. Скажите, пожалуйста, вы, детки ваши, вы в какой группе работаете? У вас детки с каким нарушением развития? У нас моторно-ортопедическая группа, подготовительная, с нарушением моторики. Да, понятно. И тогда в связи с этим вопрос. Вот, ну, различные интересные такие приемчики, изюминки, ну, вы их лайфхаками называете, да? Замечательно. Скажите, пожалуйста, с чем связано, например, то, что вот было из особенностей ваших детей, то, что необходимо было ставить песочные часы, стрелочки рисовать? Это какие-то особенности, которые не могут дети эти освоить? Вот как-то немножко поясните, пожалуйста. Ну да, мы все прекрасно знаем, что нормативные дети усваивают все намного быстрее, да. У наших деток есть особые проблемы, что-то недопонимают в образовательной деятельности, в режимных моментах, то есть собраться ребенок не может, внимание у него рассеянное. И вот когда у нас появились в группе песочные часы, ну, во-первых, это такой приятный предмет для детей, потому что он новый. Вот. А потом, когда мы еще его применять так стали, ребятам это очень понравилось. То есть это для них стала игра, а не работа, ну, как бы так даже можно сказать, да. Это мы, взрослые, раздеваемся, одеваемся, мы об этом не думаем, а для ребенка это целый процесс. И теперь даже ребята сами, там, Ирина Николаевна, Надежда Ивановна, быстрее несите нам песочные часы, мы не можем справиться. Все, и они у нас всегда подручные, всегда мы их ставим, и все, тут работа начинается, и все быстро делаем. Так и в любых моментах вот такие лайфхаки, они как ключики, они открывают двери нашим детям. Ну, то есть потому что вот я про стрелочки особенно, вот эти движения, то есть им сложно было именно донести вот свою посуду до места назначения, да? Конечно, это же ориентировка в пространстве, то есть ребенок с задержками, ребенок с особенностями, да, развития, для него это сложно. Когда есть направление, все, мы пошли по стрелочкам. Теперь эти стрелочки, они даже ведь их не замечают. Они все уже, они знают, как им двигаться, куда идти, что не надо друг друга толкать. Замечательно, потому что вот такие маленькие вроде моменты, да, чтобы не директивно, не указательно, а именно через вот создание каких-то условий в среде, вы, соответственно, помогаете ребенку просто сориентироваться и действительно сделать так, как ему удобно, ему комфортно, чтобы, не дай бог, никуда не уйти с этой тарелкой, да, и так далее. Нет, правда, то есть такие вот приемчики, которые, ну, облегчают, наверное, ребеночку жизнь. Что хотела уточнить, вот девочка и мальчик у вас зачеркивали, это вот для чего? Почему именно такой вот календарь разбит на каждый день, чтобы он не забывал, что нужно чистить зубы, или почему? Немножко поясните, пожалуйста. Ну, это тоже относится к тому, что ребенка учат поэтапно что-то делать, да? Да, допустим, если мы берем, ребенок встал, да, он рассеян, он не понимает, какое действие движется за другим действием. Когда есть календарь, все понятно, нарисована картинка, да? Сейчас я заправила постель, ага, дальше что я делаю? Одеваюсь.
И вот такие моменты, они как бы поэтапно ребенка вводят на результат, и он чувствует себя победителем в этой ситуации. Хорошо, хорошо, все. То есть, ну, да, суть понятна. Я думаю, что коллеги наши тоже очень хорошо поняли, что именно вы помогаете так. Еще, знаете, вот, Ирина Николаевна, хочу уточнить у вас такой вопрос. Вот все-таки у нас онлайн-школа, она открытая, да? И у нас запись этой онлайн-школы, она будет потом, ну, как бы широко транслироваться. Родители вот этих детей не будут возражать, которых вот вы нам показываете? Нет, да? конечно. Нет, конечно. Мы, когда приступили к этой работе, ну, у нас была идея показать свои лайфхаки, которые мы применяем тут в нашем детском саду. Ну, детки у нас уже взрослые, это подготовительная группа. Они стали делиться со своими родителями, к нам с вопросами, что там, как там, а можно ли мы тоже хотим поучаствовать и поделиться. Ну, конечно, мы потом с ними обговаривали эти моменты, что вы понимаете, что как бы это не просто это будет какое-то домашнее, да, видео, которое мы тут в группе посмотрели, порадовались и все. То есть мы будем делиться этим опытом. И ну, родители, которые детки здесь сняты, они, конечно, нас поддержали. Хорошо, Они понимают. спасибо вам огромное. Ну и вот эти домашние домашние видео, да? Скажите, пожалуйста, вот то, что делала девочка, у вас собирала вещи, это то, что такое, ну, в интернете очень много можно наблюдать. И то, что делали вот мама с дочкой, тоже делали бутерброды. Вы как-то в группе постарались это дальше поддержать? То есть эта девочка, она складывала точно так же вещи в группе, ну, в детском саду? Или бутерброды вы вместе делали, да? Как-то вот немножко... Ну, бутерброды, ну, по бутербродам могу сказать, да, у нас был опыт такой, День здоровья, вот, родители приносили фрукты, и мы делали такие замечательные тарелочки, выкладывали это все, вырезали, и потом шпажки разложили. Конечно, они как в кафе сели, все довольные, счастливые. Ну, конечно, какие-то моменты мы реализовываем в группе, ну, не все сразу. По одежде, конечно, честно скажу, нет, не использовали. Да, Ирина Николаевна, я не к вопросу, что именно делаете, не делаете, а я для размышлений для наших, потому что мы всегда говорим о том, что если родители проявляют какую-то инициативу, то можно ее поддержать. И вот, соответственно, если как бы они такой лайфхак нам предлагают, то можно ли его использовать и не только в условиях дома, но и в условиях детского сада? Вот я про что. То есть как бы поддержка именно такой родительской инициативы. Хорошо, Ирина Николаевна, спасибо вам огромное, очень приятно было с вами пообщаться. И ваши дети выпускаются, ведь, да, это все уже последний, да, сейчас? Да, последний день. И потом малыши у вас будут. Средняя группа. Средняя группа, и потихонечку, возможно, пусть ваши интересные изюминки, ключики, как вы их хорошо назвали, пусть они будет больше, пусть они открывают для каждого ребеночка свой какой-то вот такой момент, который ему, действительно, правильно вы говорите, поможет успешно дальше стать. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Спасибо. Вам спасибо большое. Все, да, возвращаем вас дальше. Да, да. Ну что, коллеги, я передаю слово нашему педагогу-психологу Татьяне Юрьевне Пудановой. Она поделится своим опытом по коррекции тревожных состояний детей и родителей. Татьяна Юрьевна, я передаю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию тему тревожность. Почему я выбрала и остановилась именно на этой теме? Наряду с развитием психических функций и развитием интеллектуальной сферы, конечно же, ни в коем случае нельзя забывать и о развитии эмоциональной сферы. Мы с вами знаем, что все проблемы человека, взрослого, они родом с детства. И поэтому решать их нужно начинать, пока ребенок еще человек, пока еще маленький. Поэтому своевременное выявление тревожных детей и оказание им психологической помощи может решить эти проблемы. Итак, что же такое тревожность? Это повышенная склонность к беспокойству и опасению. Человек, страдающий от этой проблемы, часто переживает
по относительно незначительным поводам, ощущает постоянную угрозу, тревогу, страх. Любые события принимаются как опасные, неблагоприятные и вызывают у него стресс. Причины тревожности – это индивидуальные особенности ребенка, недостаточный уровень интеллектуальной зрелости, затруднения в общении с другими детьми, эмоциональное неприятие ребенка близким человеком, ориентация ребенка во время общения не на сам процесс, а на его результат, способы общения взрослых с ребенком. Признаки тревожности – неуверенность в себе, заниженная самооценка, страх перед новыми делами или людьми, отказ выполнять работу, которая связана с трудностями, страхи, не соответствующие возрасту, например, ребенок старше 7 лет боится идти в школу или выходить на улицу, оставаться один дома, засыпать один, нарушение сна, ночные кошмары, пониженный аппетит. Методы, которые я использую в работе с тревожными детьми, это психодинамика, дыхательные упражнения, музыкотерапия, сказкотерапия, игротерапия, метод направленного воображения, релаксация, беседа. Ну, теперь, уважаемые коллеги, я хочу поделиться именно своим опытом работы и рассказать вам, как это происходит. Для робких, неуверенных в себе детей дошкольного возраста существуют игровые приемы преодоления тревожности, например, игры с песком. Ушинский считал, что самая лучшая игрушка для детей – это куча песка. И я с ним полностью и целиком согласна. Песок – это хорошее психопрофилактическое средство. Он способен заземлять негативную энергию и устанавливать стабильное эмоциональное состояние. Игры с песком очень хорошо расслабляют, и в какой-то степени можно их даже назвать как медитация. Они очень полезны для тревожных детей, потому что предоставляется возможность расслабиться, успокоиться. Также песок можно использовать и в работе со страхами. Например, если вы используете сухой песок, то можно предложить ребенку нарисовать страх. Если вы используете сырой или кинетический песок, то можно предложить ребенку слепить свой страх, а затем смоделировать выход из сложившейся ситуации, предполагающей множество приемов и способов. Например, дорисовка защитного объекта. Вот если ребенок нарисовал какого-то монстра или привидения, можно предложить или навести ребенка на то, что его можно посадить в клетку или, например, в мешок, и пусть ребенок дорисует. Можно закрасить этот рисунок, заштриховать, засыпать, стереть, дорисовка интересных, интригующих деталей, в виде изменения рисунка, превращения страшное в смешное или украшения мрачного, преобразования в красивое. Вот здесь на слайде вы уже можете видеть, что девочка использует дополнительный какой-то инструментарий, вот в виде ракушек, камушек, уже что-то дорисовала, и получилось, в принципе, совсем не страшно, а очень даже красиво. Также в работе с тревожными детьми очень полезно использовать такой прием, как тактильные ощущения. Например, предлагать ребенку игрушки, антистрессоры, пальчиковые бассейны, наполненные разными материалами, бобами, манкой, гречкой. В основе подобных вещей лежит телесная терапия. Тактильные ощущения играют большую роль в жизни человека. Очень часто в моменты тревоги объятия и прикосновения действуют целебным образом. Они оказывают порой даже больший эффект, чем слова. То есть в коррекции тяжелых нарушений эмоциональной сферы, например, такие как РАС или синдром Дауна, в нашем детском саду используется такой инструментарий, как утяжеленные изделия и балансиры. Что касается утяжеленных изделий, это так называемая глубокая сенсорная терапия или терапия глубокого давления. Мягкое давление на тело снижает выработку кортизола, гормона стресса, и увеличивает секрецию дофамина, нейромедиатора удовольствия. Но это физиологическая сторона вопроса, но есть еще, конечно, и психологическая. Утяжеленные изделия, как и песок, имеют свойство заземлять негативную энергию, создают эффект объятий, кокона, как будто бы ты защищен со всех сторон, тебе тепло и спокойно.
Палантир же воздействует на мозжечок, который отвечает на эмоциональную умственную составляющую, координацию движений, память, речь и равновесие. Здесь еще хочется сказать, что сначала мы обучаем детей стоять на балансире, и когда уже это действие хорошо ребенок выполняет, дальше уже усложняется, даются параллельно задания. Еще хочу поделиться тем, что работа с тревожными детьми может проходить как в индивидуальной форме, так и малыми подгруппами и группами. Вот вашему вниманию сейчас предлагаю структуру занятия. В структуру занятия входит обычно несколько частей. Это вводная часть, где необходимо настроить ребенка на работу, установить эмоциональный контакт между ребенком и педагогом, и ребенком, и ребенком. Например, здесь мы можем использовать такие игры, как «Передай дружеское рукопожатие», где с той же тактильной терапией, да, мы повышаем ребенку самооценку, говорим ему ласковые, приятные слова, говорим, что нам нравится. Это может быть как внешние данные, так и, конечно, душевные. Также можно использовать упражнение «Клубочек», который является связующей ниточкой дружеских таких отношений и хороших взаимопониманий. Следующая часть – это рабочая, в которую входят этюды, упражнения, игры, направленные на коррекцию тревожности, страхов, заниженной самооценкой. Далее, третья часть – это релаксационная часть, упражнения на мышечную релаксацию, которые снижают уровень возбуждения, снимают напряжение, дыхательная гимнастика, которая действует уникальным успокаивающим действием на нервную систему, мимическая гимнастика, которая направлена на снятие общего напряжения. И последняя завершающая часть. Обычно здесь используют задания, упражнения, игры на закрепление положительных эмоций или рисунок. Хочется еще сказать, что по работе с тревожными детьми самой работы только с детьми недостаточно. Здесь, конечно, нужно еще работать и с педагогами. И вообще со всеми, кто окружает, то есть со всем окружением ребенка. Ну, с педагогами мы, конечно же, работаем. Мы знаем, что педагогу требуется ежедневное, ежечасное расходование душевных сил и энергии. И стараемся восполнять эту энергию. Учимся расслабляться, тренируем свою стрессоустойчивость, проводим мы тренинги малыми подгруппами в специально оборудованной комнате, в сенсорной комнате, где есть специализированное оборудование, это фиброоптические пучки, пузырьковые колонны, терапевтические сказки, музыка расслабляющая. И вот сейчас, уважаемые коллеги, я хочу вместе с вами провести несколько упражнений, которые мы проводим в наших тренингах и которые можете использовать вы. Это кинезиологические упражнения, которые помогают не только тренировать свою интеллектуальные свои способности, но и также восстанавливать свое душевное напряжение, снимать повышенный мышечный тонус. Вот для этого нам сейчас и понадобятся карандашики, ручка, да, или листочки. Сначала мы выполним первое упражнение, которое называется карандаш. Возьмите карандашик между ладошками и такими, так, вот меня видно, и медленными движениями начинайте его между ладошками раскатывать. Я не знаю, как вы, точнее, не могу услышать ваши ощущения, но со своими ощущениями могу поделиться. У меня пошли по вот этой части руки мурашки. Теперь делаем быстрее. А теперь мы перекладываем карандашик между пальчиками. И сначала мы между большим и указательным катаем ручку. Затем между большим и средним. Затем между большим и безымянным. Между большим и мизинцем. Перекладываем ручку.
Ну, сейчас у меня тоже присущее волнение, поэтому ручка немножко от меня хочет убежать. Я прошу прощения. А вообще в спокойном состоянии это, конечно, очень интересно. Дальше. То же самое мы проделываем и на других пальчиках, на пальчиках другой руки. Большой указательный, большой средний, большой безымянный и большой мизинчик. Так, следующее упражнение – бумага. Здесь мы не только расслабляемся, но и переключаем свое внимание на другое действие. То есть вот если застряли на каких-то нехороших мыслях, сейчас быстренько переключимся. Берем 2 листочка бумаги и… Так, сейчас я сяду, чтобы меня было видно. Не туда. И маленькими прищипывающими вот такими вот щепоточками начинаем эти листочки одновременно в комочек. Хорошенечко в комочки смяли. Вот так. Плотненько спинайте. А теперь в обратную сторону также маленькими такими отщипочками начинаем эти листочки разворачивать. Развернули. И теперь, чтобы усложнить, одной рукой разворачиваем, другой сминаем. Все пошло. Не так, да. Вот видите, что значит, когда человек тревожится. Над этим нужно работать. Ежечасно, ежеминутно. Ну что ж, уважаемые коллеги, я на этом заканчиваю свое выступление, потому что у вас ждет еще впереди очень интересный доклад Оксаны Анатольевны. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Вы можете использовать кинетический песок, а еще в нашем детском саду есть консультационный центр, и вы можете обратиться к нам. Здесь есть психолог, который всегда придет к вам на помощь. Даже в формате онлайн? Даже так. Хорошо, спасибо. И еще у меня тоже такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, что надо вообще, как бы, если мы говорим о тревожности у взрослых, о тревожности у детей, да, то, в принципе, воспитателю для восстановления своих душевных сил, вот что самое главное нужно делать, как вы считаете? Ну, кроме упражнений, да, кроме упражнений, это мы поняли. Здесь, конечно, должна быть работа комплексная, и прежде всего человек должен сам над собой работать. И работа не должна быть везде и всегда. То есть на работе мы работаем, а дома мы отдыхаем. Мы общаемся с друзьями, мы ходим в кинотеатры. То есть у нас должно быть разное, как сказать, интересы, да, и тогда мы с удовольствием будем ходить на работу и не будем бояться никаких трудностей. Я почему спрашиваю вас, потому что у нас, мы много работаем с инновационными площадками, и как раз вот немножко там они говорят иначе, о том, что когда есть интересная идея, цель такая, знаете, которая охватывает весь коллектив, то они буквально живут этим и эмоционально не выгорают. Поэтому вот я просто размышляю вместе с вами, да. Понятно, что когда воспитателю нужно восстанавливать свои душевные силы, воспитателю, мы говорим о воспитателе, то, наверное, вот ваш совет, он ближе так. А когда все-таки мы говорим об управленческой команде, вот как, если ты ведешь детский сад вперед, да, постоянно, как бы, вот что здесь тогда? Ну, поразмышляем. Хорошо, Татьяна Ивановна, спасибо вам большое, как бы не буду вас, да. У нас потому что свои мысли, я все пытаюсь искать ответы у разных людей на наши вопросы. Спасибо вам большое и за то, что представили, показали, как вы работаете в своем детском саду, да, с каждым вашим ребеночком, поэтому спасибо огромное. Добрый день, коллеги. Татьяна Валерьяновна. Вы у нас пропали.
Ага. Наталья Сергеевна. Ну что, уважаемые коллеги, давайте мы продолжим. Мы надеемся, что Татьяна Валерьяновна нас слышит. И я предоставляю слово нашему учителю-логопеду Куриловой Оксане Анатольевне, победителю международного конкурса имени Льва Семеновича Выгодского. Оксана Анатольевна поделится своим опытом расширения логопедического пространства для работы с детьми и расскажет то, какое решение она нашла для себя. Оксана Анатольевна, я вам передаю слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я очень рада всех приветствовать на нашей сегодняшней встрече. Ну, вопрос у меня сейчас только во времени. Я, честно говоря, не знаю, сколько времени мне осталось и могу ли я в полном объеме представить свой доклад. Поэтому я постараюсь достаточно быстро. Так, вот Татьяна Валерьяновна, наверное, у нас подключается. Все в порядке, Да. можете. Да. Здравствуйте, Татьяна Валерьяновна. Да, здравствуйте. Как со временем? Со временем у вас все в порядке, пока работаете так, как запланировали. Если что, я выйду в эфир, не переживайте. Оксана Анатольевна, мы очень рады вас снова видеть. Встречались буквально недавно на встрече, посвященной только вам. Поэтому с огромным удовольствием будем слушать вашу очередную профессиональную находку. И, правда, очень рады. Пожалуйста, Оксана Анатольевна. Спасибо. Итак, в ходе нашей встречи сегодня неоднократно поднимался вопрос развития предметно-пространственной среды. И я хотела бы тоже коснуться этой тематики. Свое выступление, как вы видите, я назвала «Логопедическое пространство без границ». И условно я разделила его на 3 части, обозначенные вопросами. И вот первый вопрос, который я хотела бы обсудить, это так ли уж нужен логопеду логопедический кабинет. Итак, начну с истории его возникновения. Группа, в которой я работаю, была организована в 2018 году. Для этой цели было выделено помещение, в котором документацией строительной не предусмотрен логопедический кабинет. И вначале, конечно, мне оборудовали логопедический уголок в спальне, и я, как логопед, очень хотела, чтобы мое пространство срочно отделили, чтобы я смогла как-то свое коррекционное пространство держать при себе. Но вот за 3 года работы в этом пространстве я изменила свое мнение и поняла, что вот именно отсутствие логопедического кабинета дает большие перспективы и большие интересные различные возможности, которые мне позволили узнать наши дети. Не буду уже останавливаться на том, что дети быстро освоили пространство, увидев, что там есть логопедический уголок и ковер. Дети, ну то есть и я там присутствовала, дети постоянно приходили ко мне, рисовали, читали, делились своими новостями, разговаривали. Ну и вот такое неформальное общение позволяло решать мне мои задачи. Во-вторых, вот это помещение спальни очень хорошо освоили дети с различными нарушениями, такими как расстройство аутистического спектра, как СДВГ, как тугоухость, особенно после установки кохлеарного имплантанта. То есть дети приходили ко мне, чтобы побыть немножко в тишине и в спокойствии, позаниматься своими делами, которые им нравятся. Ага. Наша спальня на тот момент выглядела вот следующим образом. Места немного, ну вот вы все видите на слайде. А вот на следующем слайде я как раз показала бы, какой мы создали проект обновленной спальни. Его мы разработали в 2019 году, и сейчас он у нас такой в полном объеме реализуется. Заменили мы обычные кровати выкатными кроватями, заменили часть мебели, современный логопедический уголок установили, благодаря чему в нашем помещении высвободилось очень много места, и появилась даже зона такая для кинотеатра, которую мы активно используем. И вот объединив это пространство с пространством группы, мы получили большое образовательное, воспитательное, коррекционное, развивающее пространство. Вы, конечно, можете спросить, насколько эффективно вот работать в таком пространстве. Я скажу, что эффективно, доступно, интересно, креативно. И за 3 года у нас в группе сложились определенные правила, которые помогают нам делать коррекционную работу и эффективной для логопеда, и привлекательной для детей. У нас есть основное правило, вы его видите. Спальня не место для игры, когда идет индивидуальное занятие с логопедом. Но, как в любом правиле, есть исключения. Спальня не место для игр, когда идет индивидуальное занятие с логопедом, но каждый может зайти в спальню, посмотреть, кто занимается у зеркала.
Так мы формируем интерес к тому, что происходит в логопедическом уголке. А порой там случаются очень увлекательные вещи. Спальня не место для игр, когда идет индивидуальное занятие с логопедом, но можно уточнить, не нужна ли моя помощь логопеду, чтобы показать Маше, Коле, Вите, как произносится этот звук или выполняется упражнение. Прием отлично работает с нехочухами. Сам я заниматься сегодня не хочу, но Маше готов помочь. Передаем полномочия логопеда ребенку и решаем артикуляционные задачи сразу для 2 детей. Спальня не место для игр, когда идет индивидуальное занятие с логопедом, но если есть желание или хочется покоя, можно посидеть в логопедическом уголке, почитать, порисовать, поиграть в настольные игры. И вот поверьте моему опыту, что никто друг другу не мешает. Тот ребенок, который пришел заниматься с интересом, как бы увлекается коррекционным процессом, может к нему присоединиться. Тот ребенок, который находится у зеркала, он зачастую старается очень, чтобы продемонстрировать другому ребенку, как у него все хорошо получается. Либо старается, чтобы побыстрее присоединиться к другому ребенку, который играет в сети. И еще одно исключение из правил, которое я вот здесь как раз назвала на слайде, плюс еще одна опция. Вот это правило сформировалось в первый же год на существование нашей группы. Спальня не место для игр, когда идет индивидуальное занятие с логопедом, за исключением Вани и Алены, условно я назову детей. Детей, о которых я говорила ранее, это дети с СДВГ, дети с РАС. Поверьте, что другие дети даже не задают вопросов по этому поводу. Они интуитивно понимают, что есть сверстники, которым нужно обособиться от других, а где это сделать лучше, как не в спальном помещении. Это простые и нехитрые правила родились сами по себе, просто из жизни в нашей группе. И мы все понимаем, что в определенной ситуации правила нужны не только детям, но и взрослым. И в нашем случае они позволяют организовывать нашу жизнь, делать ее очень интересной. Ну и кроме того, способствует формированию у детей предпосылок универсальных учебных действий. Есть еще одна замечательная особенность у логопедического уголка в спальне, это что перед сном у нас есть с детьми время поделиться секретами. Воспитатели еще находятся в группе с самыми неторопливыми воспитанниками, а те, кто уже пообедал, успевают укладывать в постель, сообщить мне какие-то срочные новости. Бывают даже очень личного характера какие-то вопросы задать. Ну, то есть вот такая очень доброжелательная атмосфера общения образуется у нас с детьми благодаря тому, что у меня нет логопедического кабинета. Я, конечно, не призываю логопедов срочно закрыть свои кабинеты, уйти из них и так далее. Я скорее говорю о том, что любые минусы всегда надо превращать в плюсы. То есть вариативность и гибкий подход – это наше все в нашем современном дошкольном образовании. Сегодня, кстати, мы много говорили о том, что как использование современного оборудования облегчает жизнь наших педагогов. А как достичь оптимальных результатов, не имея навороченного оборудования? Как мне кажется, ответ вот на этот вопрос кроется в таких словах, как интерес и радость. Я об этом неоднократно говорила, эту свою позицию я озвучила в материалах конкурса Выгодского. Я считаю, что степень эффективности педагогического воздействия прямо пропорционально зависит от того, насколько интересно, комфортно, весело было ребенку в период познания. Была ли у него возможность проявить творчество, поэкспериментировать и порассуждать. Ну и сейчас вашему вниманию я предложу видеоролик, в котором вы увидите как раз игры с самым обычным набором предметов. И кроме того, эти игры проведены частично в спальне. Посмотрите, как мы используем помещение нашего спальное помещение, извините. Так, ролик «Логопедические игры» называется у нас. Стол. Давай, выставляй. Стол. Угу. Стол. Дрена с. Стол. Софа на Л. Т. Стол. Стол. А кто нам наверное стул? Стул. Давайте стул. 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 А я? Вот. Стул. Все правильно. Еще Л. Стул.
Все стоят, молодцы, хорошо. Давайте следующее. Софа, придумала слово. Давай. Софа, давай выставляй. Нет, смотри, ты на О. Андрей. Саша на А. Ты Саша А. Софа. Я сделал. Ага. А, Ромочка, а посмотри, первый звук в слове лось какой? Л. Твердый или мягкий? Твердый. Значит, какого цвета будет? Синего. А какой А последний звук лось? Лось. Какого цвета? Угу. Так, хорошо. Матвейка сделал? Ага. Давай посмотрим. Так, отлично. У нас как Да, можно, конечно. Часы. Часы. Софа, какой будет последний звук? Красного цвета, потому что гласный. Хорошо. Давайте проверим. О, Матвейка, у тебя что-то трудное. Что за слово? Бегемот. Умница. Отлично. Рома. Слон. А, Матвейка, помоги, пожалуйста, Роме исправить слово слон. Посмотри, чего там не хватает в слове слон. Слон. Угу, молодец, умничка. Юлечка, ага. Все правильно, Юля, давай сейчас выкладывай. Угу. Буква Ш. Звук Ш. Что надо сделать, Андрей? Что, Юлечка? Ага. А теперь я вас попрошу выложить слово парта из букв парта. Что, Юлюшка? Подходите, берите. Нет, потому что там есть одна. Вот, уважаемые коллеги, вы посмотрели ролики такие. По первому, второму ролику, я думаю, что все понятно. Первая игра а-ля Форт Боярд такая, она многофункциональная, можно придумать кучу заданий с этими буквами. Детям очень нравится. Здесь вот вы один вариант увидели, как они выставляют друзей на буквы, чтобы составить слово. Вообще тут очень много можно придумать заданий. Второй ролик вы видели, это вечернее время, детей уже разобрали, и вот дети, вечернее время, мне необходимо позаниматься, вот придумала вот такой способ. Причем я просто стала приносить ящики со всякими предметами в спальню, а сразу один любопытный прибежал, второй, а что вы делаете, а что, а я тоже хочу поучаствовать, и у нас вот так сложилась образовательная деятельность совершенно спонтанно, да. И при этом я решила свои задачи, и у детей закрепились мои логопедические навыки, которые я формирую. Но вот на третьем сюжете хотела бы остановиться поподробнее. Часто в логопедических группах мы выполняем задания на составление слов из отдельных букв и используем для этого кассы букв слогов. Вот у нас в этом году в подготовительной группе вместо касс конверты, которые мы сделали своими руками из обычных листов бумаги, на них можно рисовать, их можно подписать, если не порвутся их
легко заменить. И вот в течение года по программе мы проходили разные буквы, и конверты пополнялись, буква распечатывалась и попадала в конверт. Букв становилось больше, слова становились длиннее, и возникла проблема. В наших конвертах каждая буква в одном варианте, а в словах, как вы знаете, одна и та же буква может встречаться и дважды, и трижды. И как же быть тогда? Мы нашли выход, предложили ребятам дописывать буквы на квадратиках. Сейчас, секундочку, мы как раз это увидим. Ага. Вот вам и активизация зрительного образа буквы. А наши дети творчески подошли к этому процессу и придумали, что буквы могут быть веселыми, с глазками, ножками, ручками, рюкзачками и так далее. Попробовав такой способ однажды, мы перестали докладывать новые буквы в конверты. Все недостающие буквы мы теперь дописываем. И как раз этот момент вы видели в самом начале вот ролика, когда дети заглядывают в конверт и ищут букву «Р», которую найти не могут, и в конце концов кто-то догадывается, что эту букву просто нужно дописать. И вот такая азбука, которую вы видите на слайде, появляется у нас после занятий. Кроме того, начиная с середины подготовительной группы, мы уже не называем вот ту букву, которую нужно написать. Дети выкладывают слово и сами обнаруживают недостающую букву. Прекрасное упражнение, очень нравится детям. Ну, конечно, в роликах вы увидели какие-то и школьные вещи, от которых мы стараемся уйти, но еще не совсем это получается в виде вот той же поднятой руки, то есть нам куда работать. Вот. Ну а на следующем слайде вернемся вот к логопедическому пространству без границ и попробуем ответить еще на один важный средовый вопрос. Эффективное информационное логопедическое пространство, оно какое? Хотя я бы этот вопрос переформулировала по-другому. Чему нас научила пандемия или самоизоляция? Все мы в прошлом году попали в эту такую непростую ситуацию. А я, например, кроме весны, и еще попала на самоизоляцию осенью как контактное лицо. И знаете, чему я научилась в это время? Запускать увлекательные проекты для детей и взрослых дистанционно с целью решения своих логопедических задач. В двух словах расскажу об одном из проектов. Не секрет, что у логопеда работает по лексическим темам, среди которых есть любимые. И вот как раз на такую любимую тему хлеб, я попала на самоизоляцию. И что же пришлось мне делать? Поскучав немного, я предложила родителям прислать в группу ВК фотографию ребенка с любым хлебобулочным изделием, чтобы потом включить это фото в единую презентацию. При этом я выложила в группу свое фото с блинами, выбор у меня на самоизоляции был невелик хлебобулочных изделий, и фото продуктов, с которых я приготовила. И вы знаете, что я получила удивительные отклики. Родители, оценив мой порыв, стали присылать фотографии детей с хлебобулочными изделиями, которые они тоже приготовили своими руками. Причем изначально об этом ничего не говорилось, снабдив нас и фотографиями, необходимыми для приготовления продуктов, и пошаговых действий. Кроме того, оказалось, что эти хлебобулочные изделия были из национальных кухонь разных стран. Вот тогда у нас и родился проект, который мы назвали «Хлеб хлебу брат». Мы обсуждали предложенные хлебобулочные изделия в социальной сети, подбирали к фотографиям стихотворения, находили интересные факты. Конечно, огромную помощь мне оказали мои воспитатели, которые такую координационную работу взяли на себя. По итогу у нас получилась замечательная презентация по формированию развития лексико-грамматических представлений связанной речи. Элементы ее вы видите на своих экранах. Вот такие слайды были первые. И еще, вот если следующий слайд посмотрим, вот посмотрите, были слайды, на которых объяснялось, что это за блюдо, из какой оно страны. Вот как, например, внизу вы видите Маша с пиццей, да, мы писали, что это итальянское блюдо. И были слайды с заданием. Вот задание от Антоши, от Юли. Это задание на лексику-грамматику. Очень интересно у нас получилось. Ну что же, следующий слайд мы посмотрим с вами. Но наиболее интересным приобретением пандемии я считаю видеоролики, которые помогли нашим детям освоить некоторые лексические темы, закрепить навык употребления предлогов, слов-помощников. Эти коротенькие видео я стала снимать в апреле 2020 года и придумывала к ним короткие сказочные сюжеты, чтобы детям было интересно. В сказочных сюжетах дети могли понять, если можно так сказать, наглядное расположение того или иного предлога, то есть пространственное значение предлога. И как раз вот большим плюсом этих сказок являлось то, что их можно восстановить в любом виде в группе, то есть для этого нет необходимости обязательно смотреть видеоролик, можно из тех же предметов сделать такие же сказки, но на месте. Но в заключение сказки я давала короткие задания,
при выполнении которых дети могли закрепить представление о словах помощников. Кроме того, я сняла несколько видеороликов по лексическим темам, просматривая которые дети могли вспомнить, что они знают о том или ином предмете или явлении окружающего мира. Ролики я размещала на своем YouTube-канале и присылала родителям ссылки. И что очень радует, я постоянно получала от родителей отклики на эти видеоролики. То есть это могли быть и словесные отклики, это могли быть видеоролики в ответ и так далее. Ну вот сейчас я вам хочу представить один из элементов этого ролика. Я посмотрела самый короткий ролик у меня, это как раз по предлогу, так, сейчас предлог по, по-моему, да. И мы вам сейчас этот ролик продемонстрируем. Слово помощник по. Здравствуйте, ребята! Сегодня я решила навести порядок среди предметов, которые нужны нам для красоты и здоровья. И эти предметы помогли мне сочинить сказку про одно маленькое, но очень важное слово «помощник». Я хочу, чтобы вы тоже познакомились с этим словом. И поэтому приглашаю вас в гости к сказке. Приятного просмотра! Высоко-высоко в горах, за стеклянным озером, жили-поживали два братца. Тут и там. Больше всего на свете они любили веселые развлечения. Однажды тут предложил: давай устроим соревнование на самый звонкий смех. «Давай!» – закричал там и захохотал. «Хо-хо-хо-хо-хо!» «А я могу громче!» — сказал тут и засмеялся. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. И неожиданно упал вниз. Испугался там и закричал: «Тут, ты где?» Но не слышал его тут. Грустно катался он по берегу зеркального озера, пытаясь найти дорогу домой. Когда надежды на помощь совсем не осталось, тут неожиданно увидел волшебника. Волшебник сказал: «Не расстраивайся тут. Ты сможешь добраться домой. Для этого ты должен пройти по самой широкой дороге, проплыть по зеркальному озеру, забраться вверх по скалистым ступеням. Запомнил?» «Запомнил», — ответил тут. Тут, не мешкая, Ну, завершение сказки вы можете увидеть на моем YouTube-канале. Кроме того, познакомиться с другими сказками, с видеороликами по лексическим темам. Я хочу сказать, что не все они в открытом доступе, но если кого-то что-то заинтересует, можно будет связаться, и какие-то ролики я могу предоставить в свободном доступе. Ну, а в конце своего выступления я бы, конечно, хотела вернуться к теме нашей встречи. Дети с ОВЗ. Легко ли им с нами? Вот на самом деле я думаю, что нет. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить нашим воспитанникам равные стартовые возможности со сверстниками при поступлении в школу. И порой из лучших побуждений перегибаем палку с гиперопекой, гипернагрузкой, гипервниманием, гиперпедагогическим воздействием. Вот у меня такое пожелание: давайте остановимся и дадим детям побыть детьми. У меня все. Если что, я готова ответить на вопросы. Спасибо, вот слушала бы и слушала вас, потому что настолько все созвучно. Вот, ну, вы понимаете, да, созвучно, потому что современно, именно с позиции ребенка. То есть вот вы очень хорошо, и вывод вы замечательно сделали, да, что действительно не остановиться ли нам,
особенно по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья, и просто позволить детям побыть детьми. Поэтому спасибо, правда, вот, Оксана Анатольевна, столько интересных находок, хороших. И в прошлый раз, я, знаете, пока вас слушала, все вспоминала, и у меня фраза крутилась, я никак не могла вспомнить. Помните какую-то очень интересную такую фразу вы нам рассказывали в прошлый раз, но я не могу, что зачем ребенку логопед или что-то, как это вот у вас было, напомните, пожалуйста. Да, это такое было педагогическое действие, подвинься логопед, которое, да. Вот, я сейчас немножко о нем тоже говорила, когда логопед отдает полномочия другому, ну, ребенку отдает. Да, вот. да. Ну, там разные вариации этого действия, но оно мне очень нравится. Замечательно, замечательно, и правильно, вот мне очень нравится ваш подход, потому что вы ставите проблемный вопрос, то есть, например, нужно ли логопеду пространство отдельное, и вы очень хорошее решение предлагаете, что вы говорите, да, нет, не нужно, потому что, и вот как это получилось у меня, например, что можно использовать, нужно ли специальное какое-то оборудование для работы с детьми с нарушениями речи, вы говорите, нет, потому что мы сделали вот так, вот так, вот так, это вообще, ну, не знаю, Оксана Анатольевна, правильно, правда, я вам в прошлый раз говорила, восхищалась вами, тем, что вот как-то, вы знаете, вот именно то, что важно, нужно сегодня в 2021 году. Но отдельно, конечно, большое вам спасибо за вот эти ваши сказочки. Так хотелось дослушать до конца, и мы имеем возможность, лимит времени, я вам сказала, что можно еще, мы еще как бы можем выступать. Сказки замечательнейшие. Еще какие-то потом там родились у вас сказочки? Да, сказочки родились. У меня там, во-первых, на YouTube-канале есть сказки, да, еще там, ну, они есть подлиннее, прямо 10 минут есть сказки, достаточно длинные. Потом очень много сказок родилось уже в очном формате. То есть в этом году же мы, ну, как бы работали с детьми, и мы проводили уже эти сказки прямо в группе. Вот я их не снимала, но я сейчас, есть лето, есть возможность снять это все и выложить. Здорово, здорово, здорово. И вот еще вот ваш вот проект, вы сказали, да, который вы запустили дистанционно, где вот хлебу брать. Да. Тоже, слушайте, такая идея хорошая. Она, знаете, вот если в обычном детском саду, она воспринимается тоже здорово, тоже на ура, но поскольку детский сад у вас посещают другие дети, и когда ты видишь, что идеи, присущие для обычных детей, для обычных педагогов, и они с успехом внедряются и в таком детском саду, мне кажется, что вот еще я бы добавила, что не надо делить детей на обычных, и, возможно, да. Поэтому, Оксана Анатольевна, огромное вам спасибо, и я уже очень хочу как-то с вами посотрудничать, очень сильно. Не знаю, пока у меня не сложилось, что это будет такое, давайте вместе мы с вами подумаем и что-то предложим. Вот именно проблемный вопрос и решение от вас, да? Проблемный вопрос и вот какие решения могут быть. Правда, Оксана Анатольевна, давайте подумаем, и где-нибудь в новом году обязательно встретимся, еще раз пригласим, да, наше сообщество. Но, правда, удивительный человек. И мне кажется, вот все сложилось вот так, как оно должно было сложиться в вашей жизни. Вот именно, вот я не знаю, мне кажется, по-другому нельзя. Так что будем двигаться дальше. Я думаю, что наши инновационные площадки, я уже вижу просто по откликам, которые нас смотрят, они тоже как бы и ваши идеи уже будут тоже подхватывать. Это здорово. Поэтому спасибо огромное вам. Вообще спасибо за то, что вы откликнулись. Ведь первое предложение я вам сделала именно вам, да? Давайте соберемся на эту встречу, давайте подумаем. Спасибо вам огромное как инициатору, как человеку, который продумал содержание вместе с вашими коллегами. Поэтому в вашем лице я выражаю огромную вам благодарность Наталье Сергеевне, Галине Игоревне, Татьяне Юрьевне и Ирине Наталья Сергеевна здесь. Да, огромное спасибо. Вот наши коллеги тоже вас благодарят. Правда, всегда очень приятно работать с людьми, которые открытые, которые не боятся говорить о том, что есть сложности, но мы решаем вот так, да? Которые всегда очень думающие, разумные. И мне кажется, что вот ваш коллектив, он действительно такой. Кто-то просто, кто-то уже более такой открытый, я бы так сказала, да, к современности. Кто-то пока еще только-только на пути становления. Но мне очень приятно, что мы снова с вами сотрудничаем. Я думаю, что будет очень много разных других поводов для встреч. Есть вопросы?
Да, вот очень хороший такой вариант у вас, у Оксаны Анатольевны в конце. Поэтому спасибо, спасибо. Не знаю даже, как еще сказать. Вот благодарим, низко кланяемся за то, что вы делаете с вашими детьми. Ну и, соответственно, за то, что вы стараетесь всегда идти в ногу со временем. Ну, Оксану Анатольевну, дорогую, еще раз поздравляем с победой в конкурсе. И скажите, пожалуйста, поделитесь, может быть, что-то вот за месяц с нашей последней встречи 1,5, что-то произошло, может, интересного у вас там, как победитель конкурса? Во-первых, поскольку я в эту программу попала, университет детства постоянно сейчас мне различные приглашения присылает, я участвую активно в их мероприятиях, прошла вот, курсы по независимой оценке качества образования, то есть какие-то такие интересные вещи, прошла курсы, вот учимся видеть, вот очень мне понравилось, вот, кстати говоря, с вопросом о песочных часах, Плохотников очень много об этом рассказывал как раз на этом вот интенсиве. Вообще очень интересная жизнь, да, началась. Они постоянно связываются, там какие-то вопросы. Ну, в общем, посмотрим, во что это выльется. Формат школы летней пока решается, очно-заочный или как-то. То есть у них пока еще не определенность там есть в этом. Но мы очень рады, Оксана Анатольевна, тому, что как бы вот тоже вы двигаетесь, вы самостоятельно двигаетесь, да, вы познаете, как бы погружаетесь в это все, и очень хорошо, и как-то передаете вот своим коллегам, и это замечательно. Поэтому спасибо еще раз Наталье Сергеевне, Татьяне Карловне тоже большой привет передавайте. Обязательно. Да, огромное спасибо город Ухта, достойное представление того, что у вас хорошо уже получается, поэтому я думаю, что мы будем еще с вами встречаться. Поэтому спасибо еще раз, коллеги, можно выходить из эфира, и я буду уже завершать нашу онлайн-школу. Поэтому еще раз спасибо. Спасибо, Татьяна. Спасибо, мы вас тоже, Татьяна Валерьяновна, от всей души благодарим за предоставленную возможность транслировать опыт наших педагогов. Мы действительно этому очень рады, мы ждали этой встречи, и от Татьяны Карловны тоже вам большой-большой-большой привет и благодарность. Спасибо, Наталья Сергеевна, спасибо огромное, уважаемые коллеги, да. Ну вот, дорогие наши друзья, участники онлайн-школы нашего республиканского методического объединения, вот на такой позитивной, очень хорошей ноте, в том, что у нас идут изменения, и не только в обычных детских садах, но и в детских садах компенсирующего вида, комбинированного вида. И это очень приятно, и мы всех призываем, потому что действительно работать в таких детских садах очень приятно всем, и руководителям, и старшим воспитателям, и специалистам, и просто воспитателям, потому что они прекрасно понимают, что усилия свои они объединяют для детей, а с современными детьми и их родителями работать просто одно удовольствие. Поэтому еще раз огромное всем спасибо. И мы очень надеемся, что каждый из вас после того, как он прошел вот эту школу современный педагог дошкольного образования, по крайней мере, уже знает, в каком направлении двигаться, и вы обязательно будете нужными, важными, современными, любимыми. Вы будете самыми лучшими педагогами. Поэтому спасибо еще раз огромное, до новых встреч, и вот так вот мы с вами прекрасно завершаем наш такой учебный год, ну и, как всегда, мы всегда открыты к диалогу. Вопросы пишите, звоните, всегда готовы поддержать. Все, уважаемые коллеги, всем всего самого доброго, солнечного, яркого, ясного, светлого. Ну и завтра у нас встреча по технологии план дела анализ. Если вдруг будут желающие, пожалуйста, просто дайте знать, и мы вас тоже пригласим. Все, всех обнимаем, солнечного настроения, прекрасного лета, до новых встреч. До свидания, уважаемые коллеги, спасибо. Спасибо за то, что были с нами. Всего доброго.